Якутия приступает к ликвидации перекрестного субсидирования электроэнергии. Как известно, наибольшее на Дальнем Востоке количество дизельных электростанций располагается в республике, функционирование которых региональная казна обеспечить не в состоянии. Если федеральный бюджет не возьмет на себя в полной мере субсидирование дизельной энергетики, крупные промышленные компании республики со следующего года могут уйти с рынка. Однако руководство республики добилось положительного решения этого проблемного и вот уже который год актуального вопроса. Все подробности нам в интервью рассказал первый вице-премьер республики Павел Маринычев, но обо всем по порядку. Одной из серьезнейших проблем, препятствующих успешному развитию экономики Якутии, является перекрестное субсидирование электроэнергетики. Значительная часть северных и арктических территорий республики снабжается электроэнергией, вырабатываемой автономными дизельными электростанциями. При этом себестоимость автономной дизельной генерации достигает 80, а то и 100 рублей за киловатт. В чем проблема? 125 дизельных электростанций, которые имеют очень серьезную себестоимость выработки 1 киловатт-часа с учетом стоимости доставки дизельного топлива в северные арктические улусы. Эти затраты увеличивают средневзвешенный тариф на электрическую энергию в Республике Саха-Якутия примерно на 36%. Как результат, во-первых, себестоимость производства нашей продукции на территории повышается в силу загруженности тарифов на электрическую энергию такими затратами. А во-вторых, те предприятия, которые имеют возможность выйти на оптовый рынок, это в основном предприятия, которые расположены на юге нашей республики, соединенные с линиями электропередачи с единой национальной энергетической сетью, они получают этот сигнал в виде загруженных дизельной энергетикой тарифов на электрическую энергию, выходят на оптовый рынок и отказываются от приобретения электрической энергии у гарантирующего поставщика Республики Саха-Якутия Сахаэнерго. Что в свою очередь, опять-таки, в результате снижения полезного отпуска Якутскэнерго влечет очередной виток тарифов, повышения тарифов на электрическую энергию. Вот с такой проблемой мы столкнулись, и по сути уже с 2015 года это серьезные риски, потому что компания «Якутуголь», золотодобывающее предприятие «Золото» Селигдара уже заявилась на выход на оптовый рынок. Проблема ликвидации перекрестного субсидирования энергетики обсуждалась руководством страны и республики на протяжении многих лет. Однако приемлемое решение было найдено на днях на совещании у вице-премьера России Аркадия Дворковича с участием главы Якутии Егора Борисова. За это время действительно было проведено порядка 200 написано порядка 200 обращений в разные инстанции на эту тему. Было проведено более 20 совещаний на самом высоком уровне на эту тему. И, наконец-то, вот вчера, как мы видим и как мы полагаем, нам удалось найти определенное решение этого вопроса. Таким образом, уже с 2015 года затраты на производство электроэнергии в северных и арктических районах Якутии будут компенсироваться за счет федерального бюджета. Общий объем перекрестного субсидирования в 2015 году расчетный составляет 6 миллиардов рублей. Тот уровень финансирования, про который вчера говорилось, составляет примерно 3 миллиарда рублей. Окончательную сумму определит Федеральная служба по тарифам. Понятно, что такую сумму выделить сразу одним годом это тяжело, поэтому эта сумма, вот как озвучил Дворкович вчера, будет 3 миллиарда рублей с увеличением в последующие годы. То есть в течение 2-3 лет перекрестка должна начать финансироваться полностью. Принятое решение, по словам экспертов и специалистов, имеет мультипликативный эффект, а именно снизит тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Якутии, также позволит поднять эффективность как действующих предприятий республики, так и новых проектов, таких как освоение Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, строительство горно-металлургического комбината «Тимир» и создание территорий опережающего социально-экономического развития. Влад Давыдов, Вадим Ганкевич, НВК Саха, Якутск.